Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл в Боливарианскую республику Венесуэла. В аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула. Глава государства оставил запись в книге почетных гостей. Рауль Хаджимба также ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, прибывших на официальную церемонию встречи в аэропорту. У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла, рассчитывая на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности, отметил в частности президент. По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба находится с визитом в Боливарианской республике для участия в церемонии инаугурации президента Венесуэлы. В ходе визита состоятся переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений. Государственный бюджет Республики Абхазия на 2019 год был принят Народным собранием со второго чтения. Когда главный финансовый документ страны только принимался парламентом на разработку, у депутатов к нему было много вопросов. Но на последнем, в 2018 году заседании сессии законопроект был принят с дополнениями и изменениями. О каких дополнениях идет речь и что изменилось в статьях документа, в репортаже Ирины Аршба. На предпоследнем в 2018 году заседании сессии парламента, на котором был представлен государственный бюджет Республики Абхазия на 2019 год, народные избранники очень серьезно отнеслись к изучению документа. Еще только ознакомившись с некоторыми статьями бюджета, у депутатов возникло к Минфину немало вопросов. По сравнению с прошлым годом, основной финансовый документ страны особо не претерпел изменений. Правда, некоторым районам, в частности Сухумскому и Ачимчирскому, в бюджете 2019 года были урезаны дотации. Именно этот факт и вызвал недовольство депутатов. Со дня принятия в производство проекта государственного бюджета в парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам ежедневно велась кропотливая работа над внесением изменений и дополнений в главный финансовый документ страны для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Мы поставили такую себе цель и вообще взяли за основу, что мы сформируем некий титульный лист замечаний, предложений депутатов. Перекроить бюджет его практически невозможно. То есть, когда ты его начинаешь где-то урезать и где-то добавлять, ты должен понимать, для того, чтобы добавить кому-то, ты должен у кого-то это убрать, то есть урезать смету расходов. Поэтому во избежание каких-либо урезаний, там, в частности, ущемлений даже, вот все же, у кого-то забери рубль, начинается возмущение. Поэтому мы не пошли по этому пути. Мы стали изыскивать дополнительные доходы. То есть мы стали извлекать, постарались мобилизировать те вот какие-то скрытые возможности. Обычно всегда при верстке бюджета и при том, как планируется и делается индикативный план, всегда какой-то резерв остается. Это некий такой, как я выражаюсь, люфт свободного хождения денежных средств. Мы постарались его вскрыть, то есть выявить для себя, где же мы можем найти дополнительные средства, чтобы где-то добавить, кому-то как-то помочь. Если Сухумскому району изначально было выделено дотаций 7,5 миллионов, то депутаты нашли возможность и повысили уровень дотаций до показателя прошлого года – 25 миллионов. Что касается Ачимчирского района, то здесь дополнительные средства изысканы не за счет межбюджетных трансферов, а за счет внутренних доходов. Кроме того, на 5 миллионов рублей увеличены дотации городу Сухум. Эти средства целевые, и пойдут они на благоустройство нового района столицы. Депутаты также увеличили статьи расходов Министерства культуры и Комитета по физкультуре и спорту. По Минкульту мы сделали хорошие увеличения, в частности, по программам Минкульта. Увеличили драмтеатр Чанба, мы русский драматический театр и филармонию. Абхазфильм дали мы тоже, потому что все мы знаем, что озвучивание наших мультиков это так колоритно, так красиво, поэтому на Абхазфильм мы тоже увеличили. К нам обратился комитет по спорту. Их урезали, честно говоря, на 8 миллионов. Но что такое спорт? Я, наверное, если буду говорить, зачем говорить то, что мы все знаем? Это наши дети, это наше будущее. Поэтому депутаты согласились с тем, чтобы увеличить комитету по спорту. Возникает резонный вопрос, откуда же были изысканы средства на увеличение дотаций? Необходимые средства были найдены в Государственном таможенном комитете, изысканы по дивидендам Абхазтопа, а также были учтены доходы от акцизов. Мы считали, обсуждали, где пришли к мнению
что 20 миллионов таможня может увеличить по так называемому ввозному НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия. Потом мы пошли, хотя этот вопрос тоже вызывал достаточно неоднозначное отношение, по дивидендам Абхазтопа. Но опять же, у всех было на слуху, что сделали дорогу к мемориалу Владислава Григорьевича Ардзева. Откуда взяли эти деньги? Эти деньги взяли, это дивиденды Абхазтопа за прошлый год. Да? Поэтому мы по пути пошли. Они не были учтены в доходах на 2019 год. Мы настояли на том, что, извините, это доходы государства. Да, РУП является оперативным управленцем в данном конкретном случае, но дивиденды, он действует от имени государства. И деньги должны быть в казне. Поэтому мы там запланировали 30 миллионов. Вот уже было 50 мы отыскали. Следует отметить, что впервые депутатами парламента в проект государственного бюджета страны введены два пункта. Они касаются регламентирования части расходования средств различных фондов. В частности, теперь ремонтно-восстановительные работы, планируемые за счет средств резервного фонда управления капитального строительства, будут проводиться по перечню, утверждаемому Народным собранием Абхазии. Кроме того, Кабинет министров республики должен подготовить нормативно-правовую базу в части расходования бюджетных средств уже ко времени представления следующего бюджета. Ирина Аршба, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В рамках мероприятий боевой подготовки в 2018 году связисты российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели более 150 специальных учений и тренировок по организации всех современных видов связи в условиях горно-лесистой и прибрежной местности. Об этом сообщает начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Особое внимание в ходе учебы уделялось применению военнослужащими мобильных комплексов для видео и аудиообмена данными между абонентами в режиме реального времени. Также военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи, осуществляли передачу цифровых и текстовых сообщений, совершенствовали навыки прокладывания кабельных линий связи через естественные препятствия, горы, лесополосу, а также подготовки к работе различных специальных антенн, в том числе 32-метровой антенной мачты. Все мероприятия отрабатывались в полной экипировке со штатным оружием, с применением современной спецтехники связи. За новогодние праздники произошло несколько крупных аварий на линии электропередачи и на подстанции БЗИП-220. Как говорят специалисты, аварии носят системный характер. Алика Трапш продолжит тему. 4 января в Гулрыбском районе сильным порывистым ветром было повалено дерево на высоковольтную линию 10 киловольт, в результате чего были повреждены 4 пролета линии. Без электроэнергии остались село Бахмаран и район Каштака. На место аварии прибыли бригады РУП «Черноморэнерго» и генеральный директор компании Аслан Басарья. До наступления темного времени суток были восстановлены 2 пролета линии. Работы специалистов сильно осложняли погодные условия. Также доступ к поврежденной линии был затруднен труднопроходимой местностью. В результате последствия аварии были ликвидированы лишь на следующий день, 5 января. Множественные обрывы на 3 кабелях общей протяженностью 1200 метров были устранены, заменены изоляторы. К сожалению большому, если даже приводить в порядок эти наши трассы, имеется в виду провода наши, магистральные линии, поменьше классом напряжения, то нам порядка 100 метров от линии нужно расчищать, потому что деревья достаточно высокие, большие, а этого сделать фактически не получается. Буквально вчера тоже произошла авария на распределительном устройстве 0,4 киловольт. Фактически были обесточены несколько многоквартирных домов, и в силу того, что в многоквартирных домах, как вы понимаете, климатические условия, когда достаточно холодные, очень сложно людям проходить даже в ночное время суток. Естественно, было принято решение ночью провести эту работу для того, чтобы подать напряжение. Но буквально мы справились достаточно благополучно, в районе 2 часов мы подали напряжение. В тот же день, 5 января, на подстанции БЗИП-220 произошла серьезная авария. Сработала дифференциально-фазовая защита, вследствие чего был отключен трансформатор АТ-1 мощностью 63 мегаватт. Без подачи электроэнергии осталась значительная часть Гагарского и часть Гудаутского районов. Прибывшие на подстанцию БЗИП-220 специалисты РУП «Черноморэнерго» произвели ряд мероприятий по выявлению причин аварии и повреждений. Было установлено, что вышел из строя ввод 220 вольт одного
одного из 2 трансформаторов. Из-за чего это произошло? Дело в том, что в этом году фактически мы отмечаем день рождения этого трансформатора. Ему 50 лет. И, естественно, по всем нормативам такие подстанции, такие трансформаторы давным-давно должны были быть заменены. Но в силу того, что экономики в энергетике нет, как вы знаете, достаточно низкий тариф, государственных субсидий, естественно, не хватает. И стоимость замены даже одного трансформатора с его повышением мощности более 100 миллионов рублей. На ликвидацию аварии были брошены все силы РУП «Черноморэнерго». И тем не менее, работы продолжались трое суток. Из-за снижения мощности со 126 мегаватт до 63 мегаватт каждые 2 часа в районах отключали электроэнергию. И только 8 января в 2 часа ночи последствия аварии на подстанции БЗИП-220 были ликвидированы. Электроснабжение Гагарского и части Гудаузского районов было восстановлено полностью. По словам Аслана Басария, системные аварии происходят из-за больших нагрузок. Кроме того, дополнительные нагрузки создают и криптофермы. Эти нагрузки, которые приходятся на это старое оборудование, они обусловлены не только нагрузками нашего населения, но и нагрузками в том числе так называемых криптовалютчиков. Вот как пример, у нас сегодня начало года. И за 2 последних дня мы обнаружили еще 2 фермы, достаточно крупные, которые мы тоже обесточили. В очередной раз хочу обратиться к таким бизнесменам, чтобы у них было тоже понимание, что от этого страдает наше население и наш народ. Нужно обязательно менять оба этих трансформатора на подстанции БЗИП-220. Мы заручились очень такой основательной и крепкой поддержкой правительства и президента республики. Будем делать все со своей стороны, все вместе, для того, чтобы этот проект реализовался, и будем надеяться на то, что он попадет в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию. Черноморэнерго призывает население Абхазии максимально экономить электроэнергию, не включать те приборы в домовладениях, без которых можно обойтись. И самое главное – платить за потребляемую электроэнергию, что позволит решить часть проблем системного характера. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В соседней Грузии свирепствует свиной грипп. Как сообщают СМИ, зафиксировано 160 случаев этого заболевания. По данным на 10 января от последствий заболевания скончались 12 человек. Грузия – сопредельное государство, поэтому эти факты не могут не вызывать опасений у населения нашей республики. О том, какова ситуация на данный момент в Абхазии, как защититься от вируса, рассказала сегодня на брифинге в республиканской больнице главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Подробности в материале Гугуцы Вардания. Свиной грипп, который вызывается вирусом H1N1, является одним из самых опасных видов инфекционных заболеваний. От обычного гриппа он отличается тем, что уже на 4-й день без соответствующего лечения у человека развивается пневмония. Поэтому при повышенной температуре, кашле, головной боли, недомогании следует незамедлительно обратиться к врачу. В группу риска входят дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. При первых симптомах высокой температуре, слабости у ребенка сразу обращаться в лечебно-профилактические учреждения, где ребенка будут обследовать. Естественно, будет предложена госпитализация. Почему? Потому что данный вирус очень серьезные осложнения несет. По словам главного санитарного врача страны Людмилы Скорик, чтобы обезопасить себя от вируса, необходимо проводить профилактические процедуры. Чаще мыть руки и носить медицинскую повязку, избегать многолюдные места. В питание необходимо включить свежие фрукты и овощи, которые также необходимо тщательно промывать и обдавать кипятком перед едой. Вакцинацию от гриппа в Абхазии прошли более 3000 человек. По словам Скорик, в этом году люди самостоятельно обращались в больницу, чтобы сделать прививку. На данный момент в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания свиным гриппом. Все выявленные в Абхазии вирусы не являются опасными для жизни. В основном это ОРВИ. Из медицинских средств профилактики я нацеливаю на оксалиновую мазь. Я нацеливаю на промывание слизистых оболочек содовым раствором. Это 1 столовая ложка на стакан воды, в теплой воде растворяете. После посещения улицы или каких-то массовых мероприятий вы приходите домой и полощите горло, носовую полость. Точно такие же полоскания можно делать
солью, когда применяется практически физиологический раствор, это 9 грамм на литр воды. Что касается вируса H1N1, сейчас решается вопрос о карантинных мероприятиях на границе с Грузией. Возможно, будет ограничен въезд из Грузии на территорию нашей республики. Минздрав Абхазии, как отмечает Людмила Скорик, держит ситуацию со свиным гриппом под контролем. Гугут Савардани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В ночь на 10 января в селе Верхняя Шера Сухумского района в районе Дач в снежную ловушку попали двое местных жителей на внедорожнике Nissan Patrol. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Автомобиль плотно увяз в снегу. По словам пострадавших, они никак не предполагали, что снежный покров здесь настолько высокий. Пришлось вызывать спасателей. Сотрудники МЧС Абхазии вытянули застрявший автомобиль при помощи спецтранспорта высокой проходимости и помогли пострадавшим добраться до Сухума. Представление для детей, посвященное празднику Рождества Христова, прошло сегодня на сцене Государственной филармонии. В сказочном представлении принимали участие актеры Русдрама, а также маленькие участники детских вокальных и танцевальных коллективов столицы. По сложившейся доброй традиции на протяжении многих лет Новоафонский монастырь святого апостола Симона Канонита организовывает праздничное рождественское представление для детей. И в этом году на рождественскую постановку в столицу приехали ребятишки из всех районов Абхазии. Уже несколько лет, как мы специально приглашаем на это представление детей из тех семей, которых на протяжении более 5 лет Новоафонский монастырь поддерживает продовольствием. Мы в 2018 году помогали 65 семьям многодетным по всей Абхазии. И вот из того списка, который у нас существует, около 200 детей сейчас будут присутствовать на этом рождественском представлении. Но кроме этого, там также находятся и дети, которые являются из семей репатриантов, приехавших, возвратившихся на родину. Ну и, безусловно, это внуки участников нашей Отечественной войны за независимость Абхазии. Цель этого мероприятия – рассказать детям, что такое Рождество Христово, воспитывать в них духовность, научить различать добро и зло. С каждым годом организаторы представления делают праздник более красочным, придавая ему атмосферу волшебства и рождественского чуда. В этом году на представлении были исполнены 2 старинные, известные во всем мире рождественские песни – «Тихая ночь» и английская песня 8 века «Гимн в честь Рождества», которые были переведены на абхазский язык. Актеры Русдрама, а также маленькие участники детских песенных и танцевальных коллективов столицы, а это более 40 человек, принимали участие в сказочном представлении. Юные и взрослые зрители с восторгом наблюдали за выступлением актеров. Не скупились на аплодисменты и сами участвовали в представлении. Танцевали, рассказывали стихи. И отмечали, что им очень понравился спектакль. Спасибо за такой праздник. Поздравляем всех с Рождеством Христовым. Очень приятно, что каждый год проводят мероприятия такого рода. Мы принимали участие, выступали, чтобы принести радость всем детям. С Рождеством еще раз. Всех с Новым годом, мне все понравилось, а больше всех подарок. Конечно, всех хотелось бы поздравить с Новым годом и с Рождеством, и очень радостно, что проходят такие мероприятия. Нам безумно понравилось представление, и желаем всем вам всевозможных благ. Вам понравилось, Кира? Нам понравилось. По окончании праздничного мероприятия всем детям вручили рождественские подарки.
И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем 8 плюс 13. Температура морской воды 11 со знаком плюс. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.